Ну что, продолжение сериала. Короче, взял такой, набрал жратвы пятерочки. Тут народ просто табунами ходит. Молодежь радуется, что наконец-то хоть цивилизованный магазин появился в городе такой. Ну, а мы идем. Вот, приходится. Фу, тут от помойки несет. Жутко. Лужи. Смотрите, сколько машин там. Фу. Ой, господи, тут они все. Что такое магазин-то маленький в центре сделали? Неудобно. Тут столько народу проживает. Могли бы побольше какой-то открыть. А то это не хватает, конечно. Там разбирают довольно быстро все. Смотрите, тут снег лежит. Снега. Снега. Уже кто-то вон на велосипеде ездит. Вот, видите, велосипед. Люди на велосипедах ездят. Ну, тут надо какие-то, не знаю, шипованные. Резину шипованную. Потому что местами еще лед. Смотрите, мне как приходится пробираться. В общем-то, это уже у нас самый центр города. Вот так вот все. Тут. О, хорошо, мне обувь не жалко мою. Блин, могу вот так вот просто наступать. Главное, чтобы это. Надо брод искать, мель. О, и надо это, ноги, чтобы длинные были, чтобы перешагивать через эти все лужи. Лужи надо перешагивать. Да. Ну, сегодня день хороший. Утром что-то там минус 2 было градуса, что ли. И как бы очень тепло. В общем-то, замечательно. Но поскольку у нас тут вечная мерзлота, приходится куда-то я пру не туда. Приходится вот так вот. Лед лежит, короче, зима-то. Земля холодная. Видите, как дорогу ушатала. Ушатывает дорогу. Конечно, машины раздалбливают. Вот машины, смотрите, какие здоровые ездят. Тут, смотрите, какая-то блатная территория закрытая. Турникет у них там стоит. Помойки вот такие неоформленные. В общем-то. Хотя тут вот эти вот новостройки такие, как бы большие такие гигантские дома кругом, да? Но дороги, на дороге все забили. Такие вот дороги. Чьим они подчинение, черт его знает. Ну, может быть, еще что-то строить будут. Тут местами даже вот такие вот дома какие-то древнющие есть. Что там молодежь, тут снег у них. Весна наступила. Они стали вот толпами. И там толпа, и тут толпа. Слоняются, короче. Вот приходится молодежи по такой грязи колдыбасить. Так, можно сюда пойти, а можно сюда. Ну тут что-то слишком грязно. И лужи там гигантские. Вот посюда. Тут более-менее асфальт есть какой-то. Говорю, да вот эти дороги, они раздалбливаются довольно такие быстро, с таким количеством машин. Ну, тут еще специфика. Мерзлота, вот это все. Бугры всякие там образовываются от нее. И поэтому трещины, и все это начинает ходить. Короче, у нас тут ничего долго не держится. Вот тут снег. Видите, да, снег лежит. И бычки, куча бычков. Их тут не видно. И выходим мы вот на этот вот дом винтажный. Дом винтажный.
Смотрите, тут балясины какие у него. Приближу. Крутецкий, да? Крутецкий. Балясины. Балконы. Вообще шикардос. Ну, наверное, скоро снесут, я так думаю. Его много сносят. Вот там вот дом сносят впереди. Сейчас я его... Видно, да? Там, уже крышу часть разобрали. А этот дом вообще покосившийся. Смотрите, какой-нибудь кривой. Там вот до последнего времени люди жили, зимовали еще. Представляете? Такое вот сочетание таких и вон таких вот чудес. Тут, кстати, пункт Вальдберриса есть. И куча всяких магазинов. Просто их невозможное количество. Первый этаж, как обычно. Какие-то торговые центры. Откуда вот я удивляюсь, у людей деньги на все, на это вот. На вот эти шмотки всякие. Тут на еду не хватает. Как бы нормально питаться, да, чтобы более-менее качественное питание было. А они что-то покупают, всякую дребедень ненужную, без которых, в принципе, можно обойтись. Праздники вот эти вот какие-то себе какие-то устраивают. Вот тут вообще трешак. Смотрите, на Лермонтова вышел. На Лермонтова. Машины что-то тут прямо вот так вот стоят вот машины. И вот этот вот дом. Короленко 40, да? Последний его. Все, пошли. Так надо под ноги смотреть, потому что тут жестко все под ногами. Ну, даже вот я смотрю, там, где вроде бы асфальт положен, более-менее, вот на Дзержинского, там в одном месте он просто волнами пошел. Просто такие волны. Вот все машины. Я не знаю, тут какие надо какие-то сверхтехнологии, чтобы выдержать такой трафик сумасшедший. Да, еще насчет пятерочки, что хотелось бы сказать. Там проверяйте цены, потому что цены не всегда соответствуют ценнику. Я вот сейчас что-то купил, а там цена оказалась совершенно другой. Видали, да? Домино какой. Вот такой же домино вместо вот этой деревяхи построят. Еще где-то тут 3 дома таких быть, должно быть. Тут такой будет город-сад. Короче, сити большое. Тут плитка вообще шикарная. Смотрите, какая плитка. Вообще мечта, плитка. Вот. Пока особо, хотя вот на каких-то уже трещины появились. Интересно. Ну, такие условия, понимаете, да, мороз там 50, зимой, летом жара плюс 35, перепады очень высокие, соответственно, материал просто не держит, не может он устоять. То есть оно какое-то время нормально, а потом все начинает разрушаться уже. Поэтому я не знаю, тут какую надо плитку ложить, прочную, да? Какой-то состав особый цемента, или что ее там армировать, или как. Но она будет тут вообще золотая, конечно. Так, 17 секунд осталось. Это перекресток Лермонтова и улицы Курашова. Смотрите, да, это вот у нас еще апрель, да, месяц. И, конечно, трафик уже сумасшедший. Я вот почему еще иду пешком, потому что долго ехать. Да у нас еще подорожало
Проезд подорожал до 45 рублей. А вот здесь, кстати, фикс прайс. Вот он там. Так, здесь что ли перейти? Давайте здесь перейдем. Я немножко поснимаю. Лермонтова улица. 15 секунд осталось. Ходим. И вот так вот тут, представляете, круглосуточно. Людей, машин просто тьма. Тьма тьмущая. И все же дорожает, бензин дорожает. Не знаю, машины вообще какие-то астрономические деньги стоят. Запчасти к ним тоже все это стоит какие-то несусветные деньги. И... О, смотрите, уже эту плитку повыкидывал. Как она там оказалась. Ну вот машина, смотрите, вот машина стоит, да? Она же на бордюр может заехать и сломать его. Просто тупо. И, соответственно, уже в этом месте разрушение. Вот эти машины, от них много зла. Я так понимаю, они, во-первых, портят все дороги. От них шум, загрязнение жесткой экологии. Не знаю, какие еще там минусы. Ну, конечно, людям удобно, да, людям. Что, сели там, жопу свою посадили, в кавычках, и везут, ага. Ну, еще город разрастается. Он же пригородами прирос, там новые коттеджные там поселки построены. То есть и все дороги через город ведут. Все дороги через город. Поэтому трафик вот такой. Ну что, вот тут видим асфальт. Смотрите, асфальт, он вот такой вот. Ой, не асфальт, тротуар, извиняюсь, тротуар. Видите, да? Сколько ему лет? Ну, не знаю, года 3-4, да, наверное, от силы. И уже, смотрите, местами он просто, этих плиток нету. Просто местами нету. Столько все-таки денег тут уходит на севере, чтобы вот существовать. Очень, поэтому все оно тут дорогое. Так, зашел куда-то, грязь какую-то. Вот так вот пойдем. Аптека муниципальная. Кстати, здесь когда-то был, или сейчас, может, есть магазин «Оптика», где раньше можно было заказать очки. Раньше в двух местах, по-моему, очки можно было. Вот там, где городская баня была, в центре... ну не вижу, да? Муниципальная аптека уже стала. И вот тут. Ну, сейчас этих оптик развелась целая куча всяких разных. И, ну, преимущественно они, конечно, все дорогие. То есть очки там обходятся с работой. Просто заказать очки, оправа там 1000, допустим, самая минимальная цена. Плюс там стекла какие-то еще 1000. Ну, минимум, наверное, 1003. Вот так вот с работой. Очки такие. Не супер-пупер. Но в то же время китайцы стараются и производят недорогие очки. По цене там можно купить от 300-500 рублей. Они, конечно, делают из материала более такого хлипкого, непрочного, поэтому частенько ломаются. Но бывает, попадаются очки, которые дешевые, они долго-долго служат. Ну, надо при покупке смотреть качество оправы, этой пластмассы, что как. Вообще очки это такое, как вам сказать, такое дело, что их можно просто сломать тупо, если вы как-то неаккуратно с ними обращаетесь. Даже самые дорогие, там купили там дорогущие какие-то оправы дорогие, там ставили какие-то там дорогие стекла, и сели, присели, или, не знаю, там где-нибудь сумку положили, что-то поставили, и
им может наступить трындец. Так, дошли до перекрестка улицы Петра Алексеева и Лермонтова. Вот тут тоже Петра Алексеева. Видите, какой тут трафик. Ё-моё, ну везде. Я не знаю, сколько машин в городе, да? У меня такое ощущение, что машин просто больше, чем людей в городе. Ну серьезно. Потому что дороги все запружены транспортом. Ну и преимущественно, конечно, ездят. Вот я смотрю, преимущественно по одному, по два человека. То есть, если всех людей пересадить на скутеры, то будет значительно меньше трафик, и воздух будет чище, естественно. Ну, у нас опасно, конечно, кататься на мототехнике. Это довольно риск большой. Потому что часто эти мотоциклисты страдают, попадают в аварии, причем с каким-то плохим исходом. Травмы, летальные исходы и так далее. Да, вот тут вот опять у нас преграда. Вот девушка прыгает, как козлик. Ну, надо перетерпеть вот этот период, сколько он будет, месяц длится. Ну, вот отчасти еще, вот смотрите, не вывоз снега. Тоже снег лежит, он, естественно, тает. И вот эти все пространства, низинки, вот тут выдолблены машинами, да, или просто нет этого асфальта, не было, более-менее нормально. Просто все. У меня такое ощущение, что в Якутске, в общем, бессмысленно строить много дороги, потому что столько денег вбухивают, столько денег. Вот эту центральную дорогу Ленина-то ее там вообще делали, это что-то вообще героическое какое-то было строительство, там на 2 метра выкопали, несколько слоев. Короче, посмотрим, понаблюдаем. Хотелось бы, конечно, чтобы это вообще бесконечно все служило, но что-то ладненько. Все, я уже устал разговаривать постоянно, поэтому показал вам немножко город. Сейчас еще улицу Свердлова вам покажу. Отгрохали тут. Когда, кто помнит, тут были двухэтажные такие деревяшки. А сейчас вот супер-пупер небоскребы. Вот, еще там, если туда пройти, там тоже внутри квартала все это стоит. Ладненько, все, давайте, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки за труды. Какие-никакие, но все равно труды, это надо только идти, говорить что-то, придумывать, выкладывать и так далее. Все, пока.